You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go a deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Что-то там говорит. Так, минутку. Under the bright but faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? Where are Так. you now? Shut up, motherfucker. Shut up, motherfucking man. Music. Fucking music. Music only fucking music. Джабар-кибар. Так, все. Всем здорово, ребята. Вот. Так, сегодня мы попробуем новую игру под названием... Блин, я забываю, что надо говорить по-русски. Чуть-чуть было. Не начал по-якутски. Но я-то не забыл. Вы-то забыли, но кое-кто не забыл. Я свое слово держу. Ну, конечно, местами можно говорить немножечко, но чтобы полностью переходить на якутский язык, я не должен. Ну, как-то так, да? Вот так вот. А если я полностью перейду на якутский язык, вообще весь стрим на якутском, то разыграю для вас, повторяю, для непонятливых людей, человеков, что я разыграю вот именно тебе. Вот ты сейчас смотришь YouTube, вот лайк прожал, не прожал. А это хорошо, это плохо. Вот для тех, кто лайки ставит, я разыграю 10 тысяч рублей, если я перейду совсем на якутский язык. Но этого не будет, так что не надо юлить. Не дождетесь, ребята. Вы что? Чего вы такие непонятливые? Я не понимаю. Ладно, что я хотел сказать-то? Короче, в общем, я недавно установил игру под названием Warzone. Некоторые у меня спрашивали, почему ты не стримишь Warzone? Почему? По-якутски того. Вот так вот говорили. А я просто говорил им, что я не умею, и игра особо мне не нравится, и так далее, и так далее. И вот я недавно, где-то 2 дня или 3 дня я поиграл вместе с Дредом. Ну и, в общем, игра, ну, какая-то странная. Я бы не сказал, что это чисто PUBG, да? Просто там упреждений и так далее вовсе и нету, походу. Я даже не разобрался. Ну, сейчас разберемся. Короче, иногда кого-то убиваю, но в основном меня убивают, конечно. Ну, хотя бы часик попробуем. Что-то как. Жалко, что, конечно, нету людей, которые пытались сказать
Что? В безопасном режиме? Нет. Не надо мне безопасного режима. Зачем мне безопасный режим? Ладно, сейчас сами посмотрите, что за игра. Вот такая вот игра. Черный экран. Кто играл в Warzone? Плюсики в чате. Ну, хотя у нас мало онлайн, никто не играл, наверное. Ну, сейчас те, кто вообще не играл, сейчас увидите сами. Я и сам не знаю, что за игра. Infinity Ward and Activision R Studio представляет совместно с Zohan Productions Pictures Nike. Вот это. И, конечно же, с компанией Anti-Cheat Team Ricochet. От слова рикошет на русском для непонятливых. Некоторые не знают на английском. Игра называется Call of Duty Modern Warfare 2. True Star Vault Edition. October 8. Короче. Call of Duty Warzone, Call of Duty Vanguard и Call of Duty Warfare 2. Мы, конечно же, играем в Warzone. Игра, кстати, показывает, не показывает? Показывает, да? Лайки ставьте, ребята. Чем больше лайков, тем длиннее стрим. Чем меньше лайков, стрим будет 30 секунд. 30 минут, точнее, бля. Извиняюсь за мат. Ладно. Такая вот игра, ребята. Вот такая вот игра. Давайте общую громкость немножко вот так сделаем, да? Хотя она, ну не знаю, она вот так стояла, но очень шумно. Сразу вам говорю, это очень шумно. Вообще ебать как шумно. Вот такой вот у меня человечек, вот какой-то африканскообразный человек. Ага, вот что-то ищет, что-то... Ну, он постоянно такой, я не знаю, почему так. Этот человек все время ходит и что-то ищет. Я не знаю, что-то может кто-то пропал, может родственник, может друг, или потерял ключи от машины, или от квартиры. Я не знаю, об этом мне не рассказали, но он что-то вечно ищет. Когда я вот смотрю на это меню, он, короче, ищет. И еще у него есть музыка. Только я не знаю, какая у него музыка. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас громкость музыки я тоже поставлю 0. Вот. Вот такая вот музыка. Слышно, да? Вам слышно, нет? Вот такая вот музыка, как будто давай, ищи, находи ключи. Where is my key, motherfucker? Вот какой-то американец вот так вот ищет ключи. И так далее, и так далее. И у нас вот есть вот тут... Ну, это для новичков я рассказываю. Некоторые знают, наверное. Есть вот такая вот исполнители. И тут есть индивидуумы. Люди не совсем... О, якутский... Это похож на этого. Кстати, как называют? Блин. На нашего этого... Ну, ладно, я уже забыл. Имя на якута, короче, похож, да? Вот, ну, что-то вы делаете. И вот появляются такие вот людишки, ковбойчики и так далее, и так далее. Ну вот, можете взять вот бородатых, если вам нравятся бороды. Можете взять из республики Саха-Якутия Уйбана можете взять. Джулускана. Вот, я Джулстан, ты что, Джулстан? Как там фамилия его? Джулстан Чуруканов, Чуручанов, извиняюсь. Вот такой есть боец замечательный. Милсим. И вот такие вот псы-демоны какие-то. Не знаю, что за псы. О, бля, посмотрите, что за диджей. Нет, это диджей. Ага, день Ди, значит, как будто день Z. Идите сюда, папочка покажет, как надо воевать. Я всех убью вас. Что вы лайки не ставите? Всех вас распотрошу на мелкие кусочки, как бы говорит нам этот человечек. Этот не знаю, этот как будто работает в Макдональдсе. О, бургер хотите? Бургер. Заказывали вы бургер? Нет? Вот такой вот. И это, что это за пирожок? Это белый идиот. В белой, не знаю, простыня или что. О, есть и девушки, вот такие вот девушки. На глаза как будто кто-то выдавил глаза, что ну ладно, что-то не пошло не так. И вот такие вот масочные режимы есть. Ну, в общем, тут много всего. Можно поискать.
Ну, этих как-то надо взять, но не знаю, как этих берут. И я там, интересно, находил даже вот такие вот мусульманки есть. Я никого не убиваю, я мусульманка. Но на самом деле это не так, она убивает еще как убивает. А это что, Николай из России? Ага. Есть у нас Николай в чате? Это может быть ваш отец. Шучу. Не надо. Гринч, похититель Рождества. Вот, похищает. Ну, не знаю, он не только Рождество, но и всю вашу семейку может похитить. Судя по лицу. Это учитель физкультуры. Ага, кочегар Вася из Момы. Он он не темнокожий, просто он загорелый. Все лето ходил на сенокосе и так далее. Вот такие вот замечательные индивидуумов. Ну, у нас тут, о, блядь, это ваши бузатые. А, блядь, что? Диван вам поднять на какой этаж? Как бы грузчик. Ну, какой-то грузчик, да? И что я нашел? Кстати, тут есть интересные... Так, где? Вот. Кто знает, это Терминатор 1000. И, конечно же, Арли Кейт Шнейгер. Вот так вот. Ну, короче, какие-то исполнители. Как их брать? И есть боевой пропуск. Добро пожаловать. Вам надо 4 вещи, которые вам надо знать, но мне кажется, нам это не надо знать. Это мы не будем делать, не будем. Есть еще казармы у них, какие-то казармы. Терминатор 1000. Это магазин какой-то, да? И вот Возрождение мертвых. Это Восстание мертвецов. Я на нем не катал. Королевская битва, чемпион кальдеры тройки. Возрождение. И вот это... Я играл в Королевской битве и вот Фортунские возрождения. Там, короче, умираешь, и вас обязательно должно быть 4. До тех пор, пока все не умрут, ты, короче, выживаешь. Ну, не совсем так, потому что ты выживаешь, ты прыгаешь с самолета туда, где тебя встречают враги, короче. Там опять умираешь, потом опять прыгаешь, и опять же к этим же врагам ты потыкаешься. И так вечно. В общем, сложная игра, ребята. Давайте попробуем, например, 4, КБ4. Давайте поищем. Ну, кстати, онлайна тут очень мало, поэтому бывают моменты, когда ты очень... Вот видите, он все равно он ищет. Где мои ключи? Никто не видел моего сына. Как бы кого-то ищет. Ну, человек-дебил, могу сказать, постоянно что-то ищет. Если вас двое, кстати, этот человек тоже что-то потерял, они что-то теряют. Потерянные люди, ребята. Они искатели не знаю чего. Я много раз пытался им сказать, стой нормально, просто стой. Ну, как я, например. Я же сижу нормально. Я же не потею и так далее. А этот все ходит, что-то ищет. Наверх смотрит, на птичек. Такое чувство, как будто ему кто-то воткнул в спину кактус. И от этого они стали... Ну, не знаю, им лечиться надо, походу. В общем, такая вот игра. Сейчас я вам покажу боёчек. Понравится, не понравится, не знаю. Это не PUBG. Для тех, кто... Для непонятливых, я говорю. Это другая игра. Мне кажется, эта игра намного легче, чем PUBG. Но иногда бывает наоборот. Просто тут нету это... Как называлось-то? Тут нету... Бриким демболер. По-русски как будет? Ёбаный русский язык. Блин, я забыл. Надо было учить русский язык в школе. Жалко, что я пропускал уроки. Так, как назвали? Удержание, Как называется-то в PUBG, когда ты автоматом стреляешь и... Упреждения нет, не упреждение, а... Короче, как-то называется, вы поняли. Такого в этой игре нету. В этой игре нормально все.
Все очень хорошо, все нормально. И так далее, и так далее. Ну, это как бы пробный стрим. Так что не думайте, что мы будем всегда играть в эту игру. Просто пробный стрим. Там посмотрим по лайкам и по донатам. Статистику посмотрим. Игра что, зашла, не зашла. Если зайдет, то когда-нибудь еще поиграем. Если нет, просто так и оставим, да, все как есть. Это королевская битва. Я режим... О, пацаны, это что, мои братья, что ли? Да ладно. Все такие же, как я. Ну, значит, новички. Они вышли, блин. Так, короче, ладно, трофеи. Высаживайте, готовьте к оружию, собирайте оружие. Они всегда так делают. Они заходят, потом видят, что я чмо ползущее, да? Ну, они видят мой уровень, и они выходят. Вчера как-то забегала, кстати, девушка одна. И она тоже вышла из-за того, что я... У нас есть еще вот выбор комплекта. Об этом потом расскажу. Вот так вот прыгаешь. Вот так вот делаешь. И умираешь. Или убиваешь. Есть вот такие штучки, ребята. Бух, как в пабге. Вот так вот. Типа ты спецназ, типа ты крутой. Вот так вот, ребята. Учитесь. Один килл есть. А где остальные? Кто-то по мне стреляет, что ли? Я хочу... Ой. Ух, да ладно, ты куда? Противник рядом с нами. Сзади, что ли? И это экшен, ребята. Это не шухры-мухры. Тут надо всегда вот так. Быть надо настороже. Не то это самое. Плохо вам будет. Умрете? На Тихий океан. Операция объединения 1900 какого-то года. Вот. Чё, ребята, собираемся. Оба, блядь. Давай, придурки. Проваливайте. Воюйте, говорят нам. Чё, бабы, что ли? Я лидер отряда, да ну, я лидер, вот видите, да, Зохан всегда лидирует. Так, и тут у нас карта есть. Карта у нас одна. И я вот так делаю, метку ставлю. Они что-то должны как бы согласовать. Решение Зохана, как бы... это уважение, ребята, уважение надо тут заслуживать. Как бы ты говоришь им, как бы лидер, да? Как бы слушайте меня внимательно, говоришь. И ставишь какую-то точку, а они да, что есть, капитан, наш генерал Зохан, мы тебя уважаем, мы тебя слышим, говорят. Но при этом они зря это так делают. Ну, Зохан такое себе, вот. И мы прыгаем, как бы... Уничтожьте все Сука, цели ты... в районе операции. Это мой... Ой, иди... Извиняюсь, ребята. Эффект. Я обычно соло катаюсь. Ладно, не надо вот этого. Вот. Хватит бежать. Просто я это... И вот такие ящички есть. И там забирайте оружейки. Нажимаете на 4 и... Блин, бронепластин нету, да? Тут есть такая штучка, как бронепластина. А это что? Активная защита. Что за защита? Угу. Ок, деньги. Ну, тут деньги надо копить, как бы. Чтобы выкупить своих... Выкупить... Так. Угу. А где мои люди? Они куда... Блин. Командиры они не хотят слушать, да? Hello, guys. Нашла пистолет-пулемет. Что? Это говорят. О, усиление скорости, заебись. Ага. Бронепластина, давай. Нажимаю четверки и тогда...
Оглушающая какая-то граната есть. Что-то мы находим. Я сам не новичок, ребята, так что это самое. По своим могу стрелять. Мне это можно. Что-то звучит, какой-то таймер, как будто я еду оставил на микроволновке и как бы... А, блядь! Да ладно, что это такое? Ёбаный в рот. Это кто-то был или что? Ёмасе. Тихо. Вот такая вот игра штурмовая. Что за хрень? Ну, хуй пойми, ребята, что за хрень. Я по оружиям вообще не спец. Я как бы в этом деле не спец. Так что это... О, огурок! Можем покушать тут. Тут можно приготовить еду, ребята. Жить можно тут. Ага, комплект. Наш союзник оказался в ГУЛАГе. А это ж... Я могу там пойти? Нет. Переброска. Пробуем. У-ху-ху-ху. Смотрите, Что? Так. Я не туда прыгаю. И что это было? Наш союзник оказался в ГУЛАГе. Это был Супер Марио Брос. Нужно выжить. Тут можно взять свой боекомплект. Смотрите, сейчас покажу. Ага, вот у меня. Кило 141. Вот это охуенное оружие. По-моему. Нет, Дред так говорил. Правильно говорил или неправильно? Скажите мне в чате. Кстати, у нас чат есть, вообще онлайн есть, нет? Я вообще YouTube закрыл-то. Это самое. Потому что люди начинают паниковать там. Явно никто ничего не пишет. Явно люди говорят. Наш союзник не справился. Он больше не вернется. Смотрите. Ебать, я тупой клоун. Что это было? Блин. Остались одни. Оставаться еще раз. Я отстал от твоих и вот. Я специально так сделал, чтобы показать вам. Когда умираешь в PUBG, ты умираешь. А тут, смотрите, в плен берут тебя. Говнярики. А так берут и говорят, иди сюда. Сейчас мы с тобой поговорим, говорят. Сейчас будет серьезный разговор, говорят. А ты как бы говоришь, не надо, а может не надо, говоришь. А они говорят, надо, блядь. Иди отсюда, иди, блядь, дерись, гладиатор. И как бы гладиаторские бои тут начинаются. Когда ты выиграешь здесь, а вот этого чморика убьешь, тогда... Ой. Ваша очередь. Сокрушите их. Но я... А где он? Он захватил, что ли? О! Без шансов. Придется вернуть вас на базу. Что? Союзники могут вернуть вас в бой. Будьте сильнее. Там время дают. Кстати, там, блин, время дают. Ну, вот такая вот игра. Ну, сложная игра, очень сложная. Ну, в ГУЛАГе я один раз выжил. Один раз кое-кого убил. Было такое дело? Было. Теперь покажу фортунские возрождение, да, 4. Тут надо, вас должно быть 4. И когда до тех пор, пока в команде кто-то жив, ты не умираешь, ты возрождаешься за сколько-то секунд. За 30 секунд, по-моему, было. Но если вся команда умирает, ты уже умираешь полностью. Вот такой вот режим. Это адреналиновый режим какой-то вот. Но очень сложный тоже.
Тут крысить надо, ребята. Тут надо крысить. Тут надо... Оп-оп-оп-оп. Я крыса вонючая. Иди сюда. Та-та-та-та-та. Так надо играть. Но это вот фортунскип возрождение. Или может быть еще раз попробуем. Давайте еще раз попробуем. Что-то не очень, да? Давайте КБ, королевскую битву. Давайте двойку попробуем. Когда четверо, я начинаю своих убивать. И они теряются. Давайте КБ двойки. Может даже соло может. Давайте лучше соло. Давайте королевскую... Соло наоборот интереснее, потому что когда я играю в четверке или в двойке, мой союзник всегда мне не помогает. Это касается тоже Дреда. Он всегда где-то на другой волне катает. А все враги катаются вместе. В 5 метрах друг от друга. И поэтому, чтобы убить одного, потом ты должен его добивать, а в это время выезжает второй и убивает тебя. А у нас с Дредом наоборот. Когда на тебя набрасываются враги, Дред где-то там гуляет. На дискотеке. Там что-то там делает, я не знаю. В общем, команда не умеет играть. Человек. Хорошо, что он в PUBG не играет. А так, люди, в основном, тут очень командно играют. Ну, находятся рядом. А я Дреда всегда теряю. И я вообще теряюсь в этой игре. Ну, я же новичок, мне можно. Вам нельзя, а мне можно. Все. Кофе допил. Все, опять что-то ищет. Мудак. Вот гребаный ублюдок. Так, давайте в чате заходим. Чат у меня есть. Ага. Лайко, здравствуйте, становитесь стримы сразу. Лайк. PUBG Mobile он Юндо 9 Данила Якотов. Ох, PUBG Mobile не играю. Ага. PUBG Mobile вообще ни разу не играл. Нет, я один раз играл на телефоне. Это было в каком-то году. Убил 27 киллов, потом уже не играю. Ну там боты были. Так, разброс, отдача. Зажим, вот. Я про зажим. В этой игре, кстати, зажима не существует, походу. Если даже существует зажим, то не такая, как в PUBG. Тут чуть-чуть, ну, или вообще нету зажима в этой игре. Напишите, кто играл в эту игру. Зажим в этой игре есть или нету? Может, они знают. Я-то не знаю. Вот. Warzone, что, Койни 9 бит. Ага. Есть один фанатик, оказывается. Z, Игндекин, ага. Яна, привет. Большой салам с маленькой Бишкека. Скелдибек Турсунов. Большой салам Бишкеку. Вот. В Бишкеке кушай пирожки. А мы тут воюем. Здорово, сходу лайк, плохо вся, но на отдаче есть, ага. Ребята, не спрашивайте у меня, что за новости. Как я буду рассказывать новости, когда я играю? Вот так вот сел, да и... Так, минутку. Будет... Так, ну все. Тут у нас дается немножко времени для того, чтобы потренькать. Смотрите, как я буду всех убивать. Что ты хотел, молодой человек? Я бог! Ой, кто-то упал. Что это так? Бля. Вот такая вот жестокая игра, ребята. Слабонервным лучше в эту игру не играть. Потому что тут нервишки тоже зашкаливают. Играют нервишки. И смотришь, хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. И начинаешь вот... Посмотрим, чему вы научились. Ладно, посмотри, чему я Так, это... Я теперь соло, да? На Тихий океан. Операция объединения Август 2000 остров Калдини. Или что-то, не знаю.
О, я один. О, бедненький. Спотыкается еще. Блядь. Холодно. Ебать, я один. Что же мне делать? Как мне быть, говорит. Почему я одинокий волк? И почему у меня вентилятор горит? Грёбаная земля! Грёбаные политики! Когда же будет закончиться эта война, говорит мой человек. Он постоянно так говорит. Жалуется и жалуется. А я вот прыгаю. Фу-фу-фу-фу! Парашют пока не раскрываем, ребята. Шутка. Немножечко раскрываем. Потом тоже раскрываем. Ну тут фантастическая игра, ребята. А парашют можно раскрыть 155 миллионов раз. Ого! Ах ты! Ах ты, тварь! Опять этот стример, который говорят. Опять его в голову. Опять не умрешь там, да? Выживать-то будешь, нет? Спрашивает у меня. А я говорю, да. Вот козел, говорят. Опять еще один труп. Вот, Зоханом зовут. Так, с этим будешь биться, раз на раз выйдешь. Ага, говорит мой человек, персонаж. Индивидуум такой. Фух, пожалуйста, пожалуйста. Я должен победить его. Сражайтесь, чтобы вернуться на свободу. Но как? Или захватите цель. Опять время. А он не атакует, сука, Ну, блядь, этот ждет и ждет, да? Без шансов. Это что? Придется вернуть вас на базу. Противники могут вернуть вас в бой. Если у них хватит, учитесь на своих ошибках и будьте сильнее. Вот такая вот игра, ребята. Этот гулаг вообще никому не нужен, вообще, на самом деле. Потому что идите со своим этим, с пропуском. Потому что в гулаге... Давайте это попробуем. Потому что ты попадаешь в гулаг, а там, сука, гребаный противник твой. Он не атакует никогда. Он сидит на месте и ждет. А я тоже жду. Потому что когда ты атакуешь, у тебя шансов меньше для выживалки. Этот пидор... Этот придурок, я хотел сказать. Просто я русского языка не знаю. Этот придурок сидит и ждет, а я тоже второй придурок сижу и жду. Понимаете, да? А мораль такова... причем тут мораль? Все дело в том, что если вы оба ждете, вы оба полных дауна и сидите и ждете, и оба хотите просто выиграть и играть от защиты, тогда это самое, время уходит, и когда время останавливается, ты все, он умирает, и ты умираешь. Поэтому я тут думаю всегда, что чтобы этот ублюдок, для того, чтобы выжить, он должен атаковать. Иначе он умрет вместе со мною. Но этот ублюдок не атакует. Я тоже не атакую. Поэтому в гулаге вечно вот так умираешь. Сидишь и умираешь. Все. Разговоры есть, разговоров нет там. Сидишь и умираешь. Вот так вот. А вот это другая карта уже. Возрождение называется. Тут вообще беспредел полный. Тут нельзя умирать. Разве что, если вся команда умрет. Угу. Ну и скилла для нас вообще не хватает. Вот сразу видно, что парень новичок.
Ну, тут более скилловые парни. Вообще новичков в этой игре нету, походу. Мне кажется. Таких, как я, тут нету. Тут все игроки, которые чисто фанатики, чисто это... Люди, которые уже задолбались играть годами. Люди, которые играли в эту игру 155 тысяч лет назад, они начали играть и до сих пор и играют. А такие, как я... Таким, как я, тут рады, конечно. Вот, Fortune Skip, операция что-то то... операция что-то называется, короче. Ну, говорит. Девушка такая радостная. Привет, говорит. Ну что, ребята, прыгаем, да? И как у всех спецназовцев, у них жвачка как бы. Здорово! Ну что, будем воевать, да? Воевать будем. Тут непонятно, кто куда прыгает. Кто-то куда-то прыгает. Ну, хоть пойми, короче. А, вот здесь прыгаем, походу. Сейчас мы будем всех убивать. Тут кто-то высаживался. Ок. Этого кто-то замочил? Он же лежал. Или у меня Или у меня какие-то глюки, может? Это коряк, кстати. А зачем мне коряк? Дред говорил, что коряк в этой игре неэффективен. Это только для профи. Блин. Страшновато. Угу. Опа, открываю. И какой-то пулемет. Что это такое? Как называется? А, похуй. Пулемету не надо, ребят. Просто ищем долбоящеров. Ну тут надо воевать. А она потом... Вот такая вот. Кто-то по нам стреляет, что ли? Угу. Мув! Кстати, разговаривать же можно с ними. Это что за оружие, бля, проклятые? Ну это же не мой килл, да? Не мой. Ах, ты поросенок. Так, зеленый молодец, скелетон. Скелебой, или как там, скелетон. Ну, какая разница. Короче, скелет. Ок. Так. Помогите! Ах вы твари. Молчу. Это удаляем. Вы этого не видели? Это просто баг. Это читер. Если кто-то меня убьет, то это понятно, что враг читер. Оба! Не надо! Так, это вырезаем. А, надо сдаться. Все равно добьют. Так, в этом режиме, ребята, все плохо в том, что ты не знаешь, куда прыгать. Ну, лично я не знаю, куда прыгать. Я прыгаю, потом умираю. Всегда встречают. Я до земли не успеваю спускаться. А когда успеваешь, то ты на пистолете, и какой-то долбоящер приходит и тебя убивает на автомате. Поэтому надо... А может, надо прыгать куда-то... Куда-то там, где вообще никого нету.
Например, вот видите, опять начинают лупить по мне. Запасы наличности. Можем устроить засаду. Так. Кто-то уже по мне стрелял, значит, получается, блядь! Не надо! Блин, у меня же пистолет, ебаный в рот! О! Вы видели, да? Ебать ножом! А я вам говорил, слабонервным лучше на это не смотреть. Было. Я впервые такое вижу. Что-то баба. Ну понятно, что у нее мужа нету, поэтому она такая злая вечно. Но страшная баба. Увидите ее в Зодиаке, не надо вам знакомиться с ней, ребята. Плохо вам будет. Может, ей хорошо будет, а вам плохо будет. Кто-то пришел, да? Блин, в этой игре я просто вечно теряюсь, я не знаю. Просто игра незнакомая, поэтому я не знаю, что, где, как. Я как блудный сын, понимаете, да? Я даже не знаю, что я собираю. Что? Так, давайте найдем что-нибудь. Оружие такое. Это не надо. Команда. Ай. Ножом убивают, а? Ну, значит, они хотят по-плохому, что ли? Это что? Вот это уже хорошее оружие, походу. Так, комплект. А в комплекте только мы или... Ой-ой-ой. Понял? Ну, блин. Вот видите, они командно играют. Блин, очень плохо, что командно играют. По красоте. А, мы все умерли, что ли? Ага. Не, ну очень сложно. Давайте лучше еще раз попробую одиночку. Нет, кроме одиночки тут совсем сложно, потому что я слишком много путаюсь. Я вообще не знаю, где я, кто я, в каком месте надо. Ну тут карту надо знать. Тут надо хотя бы сыграть недельку, чтобы... Ну, чтобы более-менее знать карту. Я-то карту не знаю, поэтому я вечно оглядываюсь. И мне говорили, что надо слышать топот врагов, но их почему-то я не слышу. Вот так вот. Сложная игра, ребята. Ну, не то, что сложная, просто привыкать надо. Дохуя боев надо делать. И мне почему-то кажется, если я сыграю соло, то я более буду привыкать, потому что я буду играть на свою ошибку. А в режимах, там, где это ты возрождаешься, ну, там смысла нету для возрождения, потому что ты возрождаешься, а потом ты с неба падаешь, и тебя встречает какой-то-нибудь враг с автоматом и убивает тебя. Потом ты опять падаешь. Не так вечно, круговорот, ну, сложно. А вот командный бой, да, ну, за королевскую битву, тут можно более-менее сыграть. Давайте еще двоечку сделаем хотя бы, да? Ну, этот человек все равно будет... блин.
Ну, давайте двойку попробуем. Ну, этот человек со мной будет ходить или нет, не знаю. Вот с Дредом мне очень было сложно играть, потому что он... соло ты играешь или с ним, без разницы, потому что он всегда впереди тебя или сзади тебя, или где-нибудь еще. А тут надо найти такого человека, который... вот как в PUBG. Вот в PUBG же вы заселяетесь в какой-то домик, да? И там сидите же вдвоем. То точно такой же. Просто Дред тоже соло-игрок, походу, и поэтому... Ну, он хорошо играет. Он... До меня играл соло, и поэтому он как-то командно... Я не ощущал, что он играет командно. Вообще ни разу. Ни в каком бою. Ощущал только то, что он меня зато покупал. Я умирал, а он выкупал меня. Я такой умираю, и потом жду его. Поэтому я решил, что надо играть в соло или вообще это. Ну, в соло более удобно, потому что когда ты убиваешь одного человека, он умирает до талого, да? Ну, или хотя бы, по крайней мере, отправляется в ГУЛАГ. А если их двое, например, в КБ-двойке, да? Мой напарник не будет держаться рядом, тогда мне придется убить двоих сразу, потому что все враги обычно ходят командно. Чтобы перестреливаться с одним, тебе надо убить их обоих, потому что они находятся... Ну, они друг другу помогают очень сильно. Вкатывают вместе, умирают вместе или убивают вместе. Поэтому лучше соло. Давайте лучше соло все-таки. Сам же ответил на свой вопрос. Давайте в соло топ-1 сейчас покажу вам. По-быстренькому. Вы меня недооцениваете. Сейчас я топ-1 покажу. Mobile on yung pagkasin сенсаң ең чөккөй болғаны жа сақа PUBG-шниктерін сөктөрүң это деуіттер. PUBG Mobile не моя игра, сразу говорю. Игры с такой графикой меня не возбуждают. Вообще. К сожалению. Вот PUBG, стимовский PUBG, это нормально. А вот PUBG Mobile, в ПК играть на PUBG Mobile, это не знаю. Я в играх люблю графику. Если игра приятная, на взгляд, да? Вот, мне нравится. А если я играю в игру в PUBG Mobile, там графика как будто в деньги играю, и это самое... Чего-то мне не хватает. Но мы все равно PUBG Mobile когда-нибудь попробуем. Я уже говорю уже в который год. Но попробуем когда-нибудь. Может через 3 года, может через 15 лет, может завтра, а может на Новый год. Но пока в планах нету. Там еще его... Я один раз его пытался установить, но что-то не смог. Ну, там какие-то прибандосики есть, походу. Там не играешь, просто так зашел и в бой. Там установить надо эмулятор или что-то. Короче, хуй пойми, там дело сложное. Установить PUBG Mobile. Я не умею. Угу. Кстати, смотрите, ребята, вот это люди, которые вот джойстики, видите, да? Геймпады. Это люди, которые играют на джойстиках с PS5, PS4. Они тоже играют вместе с нами. И у них есть АИМ. Короче, они нажимают
какую-то кнопку, и у них срабатывает автонаводка, поэтому им наоборот лучше говорят. Ну, мне так рассказывали. Движение и оружие. Я на PS5 один боечек сделал когда-то, но это было давно, год назад. И не сказать, что это было... Нет! Позвоночник сломан, ребята. Куда я падаю? Давайте вот так. А, кстати, можно взять машинки, сейчас покажу. Смотрите. Ап, вездеход. Вау. Вот он, радостный такой. Физиономия лица уже радостная. Как ребенок прям таки. У-ху! По-настоящему. Радуется. Потому что это последнее то, что он делает после смерти. До смерти. После смерти. Ну все, ты труп, Зохан. Пиздец тебе. Лучше не прыгай. Думает, оглядывается и думает, блядь. А мне точно надо прыгать. К вам приближается газ. И потом видит, что с самолетом что-то не так. Так, я соло, да? Соло, ага. Так, давайте-ка. Зона тут. Зона, кстати, сразу видится. Может, от зоны поиграть, что ли? Давайте вот сюда. А, нет, здесь будут. Может, туда? Ну, жу, ребята. Ханам. Кто есть? Кто есть? Всех противников. В атаку. Блять! Нет! Нет! Моя первая смерть на пистолете. Адреналин зашкаливает, какой-то контракт. Ненужный, никому не нужный контракт. Ну, для вас-то нужный, для меня нет. Не-на-не-на-най. Набор для самореанимации, заебись. Так, оглядываемся. Есть тут человечки или нет? Так. Что это такое? Что это такое? Не убивай меня! Нет! Не надо! Ах ты гад! Ну вот видите, опять. Опять этот ублюдок! Ну давайте в ГУЛАГ. ГУЛАГ. Выживете в нем, вернетесь в бой. Ёлка. Ну, приспосабливаться к этой игре очень сложно для меня. Просто... Это вам не папка. Вообще из ниоткуда люди появляются из-за того, что ты Пора сражаться. мало играл. Пока вы ждете, можете наговорить врагу. Ну им-то удобнее, потому что они В него поруб. днями играют, блин. Месяцами, годами, веками. Так, давай. Фу. Я должен выжить. Я должен это сделать. Напишите, девчата, кто болеет за меня? Внимание! Бой в ГУЛАГе. Смотрите, как воюют люди. Если победите, вернетесь в бой. Давай. Если проиграете, война для вас закрыта. Понял. Ваша очередь. Сокрушите их. Победа! Что вы теперь на это скажете? Так, а куда прыгать? Пожалуйста, делайте так, что там
Ну это какой-то странный автомат. А, тройками стреляет, оказывается. Лишь бы никого не было. Пожалуйста. Но мне приятно из-за того, что я эту игру не знаю, поэтому... Страшно. И поэтому, когда я кого-то убиваю, я очень радуюсь. Эмоции зашкаливают. Что это за дирижабль? Ебать, я что-то взял. Так, давай. Надо пластину всегда. Мой сенсей, учитель Дред, говорил, что надо с пластиной... Велган, это что? 9-миллиметровка, а это что? Да-да-да-да-да. Давайте вот это. А это что? Точечный авиаудар. Давайте вот попробуем сначала. Что это такое? Ебать! Ага, я буду прыгать. Да ну. Обратно не веди. Ага. Тихо! Тихо! Когда это самое, пишите в чате, напишите тихонечко нажмите на клаву или на сенсор вашего телефона, а то услышат. Кто-то в чате ему пишет. Там. Кто-то там звучит и приедут там. Уже приехали. Hello? Hello? Anybody here? Блять, страшная игра, бля, пиздец. Ай. Гребаные джунгли. А, там комплект. А я... А где я? А, я в зоне. Заебись. Ладно, тихонечко играем, тихонечко. Это лепесток, я думал, это какой-то солдат прыгает. Легонечко, тихонечко. Блин, не нравится мне эта самая тишина. А это комплект для всех или только для меня? Если для всех, то там обязательно будут враги. Пускай люди подумают, что я как какой-то ворон или что, не знаю. О, вот он. Видели, да? А как? Он сюда зашел. Вот ему дело. Ох, музыка! Рембо! Музыка такая, как будто я в Рембо. В каком-то голливудском блокбастере играю, как будто. Расширяется. Безопасная зона теперь в другом месте. Заткнись. Вы слышите, да? Музыка такая, как будто я... Пока молодой, Зохан. Танцуй, пока молодой. Захан, донат. Спасибо за стримы. Побольше разных игр. Так держать. О, спасибо, Пластилин, Бласталын. Махтал, Лохан, спасибо. Спасибо за приятные слова. Очень рад. Так, а этот тюрбанчик где? Не, ну тут явно кто-то зашел. Вы сами видели. Опять такая музыка, как будто я в голливудском блокбастере. В главных ролях Зоканштейн. Ну он там сидит, да? Границы безопасной зоны Заткнись! смещаются. Этот какой-то мужик вечно что-то говорит. Тихо. Что? С4. Слышим? Ага. Никита.
Стас, Идюша Метелкин. Блин, ну он по-любому сидит, ёппасма. Думал лицо, а оказалось, что это касса. Такая вот игра. Опа. Кто там есть? Граната. Цветовая. Штурмовая винтовка. Она нужна, нет? Ну ладно, пускай. А это что? Боеприпасы. Так, зоны как? Работает БПЛА. Блин, по-любому выйду и не доеду. Еще можно вот так вот спотыкаться вот. Как будет? Опа, вот так делаешь. Бери, бля, быстрее. Все. Заходим. Никого? Ладно. Рефлекс, ребята, рефлекс. Такое чувство, что здесь никого не было, да? Вот! Бля, пожалуйста! Пожалуйста! Противник открыл на вас охоту. Не будьте добычей. Нет, пожалуйста, не. Он сверху. Ага. Уходи, блядь, уходи! Не. Вот так вот. Фу, блядь. Сука. Гребаная игра, блядь. Игра для чудиков. Ёбаный насос. Компот. Так, а может это другой был? Давай эту пластину. Вот пластина спасает, говорят. Это... Тихо. Блядь, что это гребаный вентилятор? Кто включил-то? Осколочная нужна. А как бросить гранату, кстати? Блядь, не надо! Чмо, дурак! Понятно? Средняя кнопка мыши. Так, опять какая-то музыка. Угу. А это что? Сканирующая граната. Нас приближаем. Что будем сканировать? Включаю новую А? безопасную зону. Ксерокопировать будем, что ли? Документы, что ли, сканировать будем? Не надо вот это. А может прилечь спать, поспать? Не надо. Рано спать. Давайте подождем. Так, это боекомплект. Они в этот ящик, они должны приехать, да? Походу. Ну, не знаю. Может приедут, может не приедут. Ну-ка. 3 килла. А почему 3? Я не помню. Я одного запомнил. О! Блядь! Сука, не тебе, дурак! Газ движется. Уходи, блядь! Не твоя квартира! А, посюда выйдет. Сука! Могли продержаться и дольше. О, боже мой! Ну ничего.
23 место, это тоже. Ладно, ну, ничего, играть еще раз. Нет, ну, 3 килла плюс... Блин, надо было прыгать к нему со второго этажа сразу. Бам! Как в кино. Стекло разбиваю и прыгаю, и бам! А он такой вот, блядь, из окна, он выпрыгнул прямо со второго этажа на меня. Это же надо быть каким героем, чувачком. А я такой прыгаю, вот замедленная съемка. И как в матрице, все крутится, и я... И там патроны. И он умирает. И он говорит, не надо, Зокан, не надо, прости. А я вот такой, поздно уже прощать тебя. Все, убиваю, и все, я в авторитете. И сразу, вы сразу вот в чате сразу, какой жесткий Зокан, нихуя, блядь, нихуя, он дает. Ебать, что за монстры этот Зокан? Сразу пишут мне. Я такой радостный сижу. Вот такое вот вы видали когда-нибудь? В чате сразу пишут. Нет, мы такого никогда не видели. И сразу залетают лайкосики, потом сразу. А может донатики ему отправим? Давайте все вместе по 100 рубликов закидаем ему. Я такой радостно довольный сижу, так как король мира, как вот так. Сигаретой во рту сижу и вот думаю. Я рад, конечно, донатики почитать, но мне некогда. Мне пора воевать, и иду в следующую войну, как будто ничего и не случилось. Вот вы охуели бы, а? Но, к сожалению, такого не произошло. Поэтому играю молча. Пускай так. Вот опять ищет какие-то ключи. Вот. Не знаю, что он ищет и ищет. Когда-нибудь найдет то, что он ищет. Ходит и ходит. Придурок. Так. И, кстати, у меня есть комплект оружия. Комплект. Оружие у меня называется Килла. И... А это что? Так, это что? Лазер. У меня прицел. Ну, прицел нормальный, я думаю. А что за лазер? Нет. Лазера мне не надо. Надеюсь, лазер нету. Давайте какой-нибудь перк возьмем, да? Приклад, но он нужен, потому что, смотрите, этот приклад повышает ловкость в режиме прицеливания. Ловкость в режиме... У меня есть ловкость? Это что? Что за ловкость? Повышает ловкость в режиме прицеливания. Это дота, что ли? Ловкость. Рики, что ли? Так, магазин. Что-то я выбрал. 50 патронов. Ага, это хорошо. Может, магазин убрать и вместо этого 5 всего надо, да? Ну, глушитель дульный тут. Так. А это что-то новенькое. Перенаправление пороховых газов в стороны помогает компенсировать отдачу при продолжительной стрельбе. Вы не слишком ли много вы написали, что я вообще не понял, о чем они пишут. Так, начальную скорость, эффективная дальность, начальная скорость пуль, контроль отдачи. Отдача пускай будет. Но я хочу какой-нибудь перк взять. Например, на увеличенном расстоянии видеть имена противников. Зачем? Нахуя мне их имена? Хрупкость и урон. Попадание кратковременно замедляет восстановление здоровья. Так, попадание кратковременно замедляет восстановление здоровья. Если я попадаю, да? А зачем? Ага. Больше денег. Убийство приносит дополнительный опыт. А вот это ничего. А хотя зачем мне опыт? Я же что, на совсем что ли в этой игре буду играть? Нет же. Так, перекрытую поверхность быстрее больше захват помогает. Стабильность прицеливания. Это все хорошо. Ну, пускай так будет. Но, правда, конечно, можно поменять зеркальный прицел. Но он мне нравится на самом деле. Но пора бы и другие прицельчики попробовать. Например, вот такой. Давайте вот такой вот. Это как снайперские, да? 4х, 3х. Оптические. Ну, зачем оптические для автомата? Ну, мне кажется, этот подойдет. Ага. Этот подойдет. Так, но перк мы не взяли, да? Так, хотя нет, у меня есть тут 3 перка. Настройки, зарядка, полив, модификации на 40 по ускорению реанимации.
Реанимация, зачем? Так, по ускоренной смене оружия и перезарядки гранатомета. Не надо. Боевой разведчик, рекрутируем вы на на короткое время подсвечивая их метки. А, вот боевой разведчик мне нужен. Угу. Это надо. И упрямец. Пополнение, закалка. Бдительность. Если борьба с вилом, но находится мне поле ваш его... Ну, бдительность мне... Пускай так будет. Веду себя как профи, на самом деле это не так. Я и могу и без перку взять топ-1. Транспорт скоро будет. Так, транспорт скоро будет. Ладно. Будем тренироваться. Противник рядом с вами. Сзади! Сзади! Ах ты, чертила! Блин! Ах ты, говн! Блядь, я Халк! Че, никого нету, что ли? Я не туда прыгнул, да, походу? Да, я не туда прыгнул. Противник рядом с вами. О, нет, кто-то есть? Кто-то упал? Ну, бля, прицел такой себе. Тот был, наоборот, куда комфортнее, походу. Вот ты же тут был, ёбаный в рот. Учение кончилось. Теперь вас ждет настоящий. Ох там, ляп. Ладно, умер человечек. В лепешку разбился. На Тихий океан. Операция объединения. Август 2022 года. Остров Кальдера. Тихий океан. Так. Топ-23 наша... Как будет? Наш нормальный результат топ-23. Надо еще получше. Давайте тактичнее, вот. Будем испытывать тактику. Тактика гнилой Толик. Транспорт с деньгами на подходе. Перехватите его и заберите груз. Так. Нюль битинкен такие рахта бикинде. Мне по барабану. Я же не на совсем. Ребята, вы чё? Вы не думайте, что основная моя игра это будет. Это просто контент. Так что через 2 лет тому назад или прямо сейчас. Вообще без разницы, ребят. Противник рядом с вами. Угу. Уничтожьте все Я цели мог даже противника. через 5 лет играть в эту игру. Это контент. Просто как обзорчик. Так что люди, думающие, что я опоздал, что я долго спал и так далее. Не надо вот этого. Работает БПЛА. Мне вообще абсолютно похую. Похую. Даже будет один онлайн, все равно по похую. Мы смотрим обзорчик. Ла-ла-ла-ла-лам. Бля, последний патрон. Бля, мне повезло, что он долбоящер. А как он меня не убил? Ёбаный стыд. Бля. Ёбаный стыд. Так. Тут еще кто-то был. Так. Хорошее оружие, на самом деле. Транспорт с комплектом уже в пути. Газ уже рядом с вами. Ой-ой-ой. Враг рядом с нами. Нам сказали.
Слышите его? Hello? Да. Блин. Может, сверху меня убьют? А-а-а! Ну, реально страшная игра, на самом деле. Если ты игру не знаешь, то тебе Открывай дверь. Тихо, 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 тихо. Угу. Враг рядом с вами, сказали. А где? Ах, вы пиздежники. Нет, но если рядом, значит рядом. Так, где я? Run away. Ага. Надо добраться до ящика. Понятно, значит он... Он где-то там, по-любому. О, граната. Или что? Или флейта. Фляга. Бля, зря я так бегу, конечно. Ящик снабжения найден. Передаю его координаты. А почему там зеленый гоблин? А, ящик. О, заебись. Что за ящик? Канистра с бензином, что ли? А, нет. Абу, блядь, ебать нахуй! Ой, это за... Я не знаю, что за ящик, но... Я богатый! И что я взял? Какой-то самолет взял, да? Пока что лежим тут. Не выпендриваемся, как бы. Ну, я думал, какой-то Шрек это пукнул, и из-за этого зеленый дым. Оказалось, это ящик. Хороший ящик. Походочку. Нина-нина-най. Может, просто полежим тут? Я играю на гармошке. Опа. Базука, ёбаный в рот. Да ладно. Так. Это хорошо. Я нашел это самое что? Я нашел вот этот противогаз. Если кто-то будет пердеть, вонючий скунсярик будет пердеть, то у нас есть противогаз. Угу. Может попробовать вот это. Не играйте, дети, с огнем. Но надо попробовать. Буг. Не, давайте возьмем. Надо попробовать, ребята. Кто за... Да, напишите в чате. Надо попробовать. Плюсики в чате, кто согласен, что надо попробовать вот эту вот бандуру. Бум! Попробовали. Опять этого мудилю, этого мы поймали. Воришка. Зоконидзе. На тебе, лежи. Ладно. Вернётесь в бой. Блин. Вы играете, война для Вот вас. так хотел, ну, вот. Сражайтесь, Крыса, да? вернуться на свободу или захватите цель. Ну почему такая, блядь, оружие такое тупое, блядь? По 3 стреляет. Я всегда так умираю из-за того, что он... Ай, блин. Ну по 3 стреляет. Ну зачем такой автомат? Ну я что, заказывал такой автомат, что ли? Хули вы мне такое гребаное оружие даете, ебаный буду? Я же новичок, мне нужен нормально. Я пришел здесь, чтобы убивать нормально. Да, а не...
прыщ. Вы сами играете вот этими прыщ. Че вы как дети-то, блядь? Для нормального мужика нормальное оружие мне выдавайте в ГУЛАГе, ебаный в рот. Базуку или там атомную бомбу. Я что, ребенок, что ли, ваш? Прыщ. Что за, блядь, идиотское оружие, такой автомат, нахуй? Бля, кто придумал этот автомат? Ну-ка быстро сюда того, кто придумал этот автомат гребаный. Если ты, создатель игры, смотришь этот стрим, на тебе, fuck you, motherfucking man! Автомат тебе в зад. Гандоны. Ну нахуя ты так придумал? Блять, нормальная же игра, ну нормальная же тема. Тематично, блядь. Экшен, драйв, а тут, блядь, прыщ. Что за, блядь, иди... Просто дебилы, ребята. Ладно, смотрим исполнителей. Так, я нажал или нет? Ага, нажал. Исполнитель. Ну ладно. Еще попробуем. Попробуем или стрим на этом все. Дальше играем, нет, ребята? Блин, вонючая крыса, а? Он сидел, блин, и наблюдал за мной. Ну, наблюдательный парень, да. И ждал. Очень долго. Ой, это что за злой человек такой? Сигинори. Снегурочка, что ли? Ок. Полина Гагарина. Падмавити. Констанция. Да ладно, Снуп. Ебать, Снуп Дог. Угу. Интересно. Давайте посмотрим, что за персонажи есть. Томас Хуемас. Густаво. Угу. Это клоун. Так, Анна. Анчик. Девка. Флоренс. Ага. Ну, цветочница. Кажется, какого-то магазина цветочного. ТН. Да, нет, Тен. Тен дагана пизденька я девку. Тен. Короче, это бякет. Не надо вот с ней шутить, ребята. Матео Роланд. Лукас. Беатрис. Беатрис работает в банк, похоже на сотрудника банка, но как-то ее занесло на эту войну. Ладно. И Кенна. Бутчер Карвер. Так, ладно. Блин, но хотя бы в топ-10 надо попасть, ребята. Ну, хотя бы в топ-15. Топ-10, конечно, это сказки. Потому что тут-то... Я бог, твою мать, бог войны! Ну, на треньках, конечно, мы как бы супер. А в деле... Кто-то упал? Кто-то как мясо упал, просто в лепешку разбился, в дребезги. Очень жаль, конечно. В районе высаживается противник. Следите Ну и... за небом. О, бля! А, ты паразит! А, вот этот автомат. Тращ. Угу. Как 15? О, бух. Это ограбление. Ага. Ну-ка. Где-то кто-то тут был. Игры кончились. Ожидайте отправки в район конфликта. Ладно.
Так, ну-ка. К вашей позиции приближается газ. Пора. В нашей позиции какой-то газ приближается. Газ. Заберите груз. Ну. Газ так газ. Может где... А, не-не-не, там очень много людей прыгнут. Давай вот сюда. Воин! Я сейчас покажу вам настоящего супер воина. Солдат по жизни. Бейте противников, пока они не истребили вас. Ну это понятно. Опа. Пластина. Блин, ну долго он... Угу. Боевой дробовик. Я теперь терминатор, да, вроде? Типа того, ага. Терминатор как будто бам-бам-бам-бам. Блядь, кто он в моем пути встанет? Тому пиздец будет. Убивантов я буду. Я убиваю, ебаный в рот. Я теперь злой. Давайте. Мазафака! Что это такое? Уходи, блядь! Что это было? Блядь, что это было? Я замедлился, да? Походу. Ну тогда. Сейчас-то нет? Давайте вот так. О, бля! Тварь! Блядь, что за красная шапочка, блядь? Ай, епарасоте. Опять, что ли, в ГУЛАГ? Ладно, я должен выжить. Вернетесь в бой. Гребаная игра. Пора сражаться. На недвижке играет. Внимание, боец, ваш ход. Смотрите, как воюют. Та-да-та-да, вот-вот. Мы как бы наблюдатели. Если победите, вернетесь в бой. Уф. Если проиграете, война Опять по для 3 вас стреляет, да? Сражайтесь, чтобы вернуться на свободу, или захватите цель. А, блядь, ган... Собак. Учитесь на своих 99 место. Ах. Еба. Это красная шапочка, это я посмотрю. Не, ну он что-то кинул мне. Из-за этого я как бы растерялся. Давайте 4 сделаем. Теперь попробуем с другими там. Ебаный стыд. Антон хочет стать вашим другом. Что за Антон? Антон, я не хочу быть твоим другом. На войне нету друзей. Тут дела серьезные у нас. Тут воевать надо, а не дружить. Так, моник герцовкан какой 9 170 герц. Видеокарта RTX 3080 Ti. Добыча кино смотрел про хищника как? Добыча? Фильм Добыча? Нет, не смотрел. Папач сперва прочел как Папич и подумал, да ладно, здорово, Зохан, здорово. Блин, ну, не знаю, блядь. Ну, я хочу в топ-10 попасть, как бы. Там посмотреть. Мне кажется, что в последние минуты там более будет интересно, но 99 место это это жесть. Ну просто жалко стало парня. Что-то он очень радостный такой был. У него то ли день рождения, то ли что. Может, пацан после свадьбы играет.
Повыпендриваться захотел своей невесте. Вот, смотри, как я играю. А тут я его убить, что ли, должен? Я же добрый человек. Поэтому, как бы... Бля, что-то... Что-то жесткие людишки. Походу, никто не вышел, да? Ну и хорошо. Ну-ка. Берите оружие и снаряжение. Для высадки еще есть время. Нас 4. Hello, hello. Кто-то по мне уже лупит. Угу. Бля, такое чувство, что рядом кто-то есть. Подсаживается противник. Следите за небом. За небом? А что там? Да ладно. О, ничего. Одного убил. Так. Ну-ка. Это уже 4. Чат посмотрим, что да как. Ну что, ребята, готовы, да? So yes, sir! Говорят, как бы. Да. Черепашки ниндзя, что ли, бля? Нас 4. Битва. Так, ребята. Выберите точку высадки для союзников. А что, я должен был... Позиции приближается газ. По-моему, вам пора бежать. Внимание, бойцы. Ящик с деньгами. Давайте вот сюда. Это... Блядь, что? Они упали? Ах, вы паразиты. Ну, вы... Надо было метку ставить хотя бы. Ай! Заходи быстрее. Оружие, пожалуйста. Любое. Ага. Тихо. Кто-то базукой палит, что ли? Это что? А это что? Ага. А где мои парни? Как найти их? Блин, к этому надо поджаться. Или этому. Заметайте следы. На вас охотится команда противника. Блять. Не отслеживают. А как зайти в этот домик? Наш союзник попал в ГУЛАГ. Там он будет сражаться за право. О, что за бомба? В ГУЛАГе. Если он выживет, вы с ним еще встретитесь. Тихо, тихо. Бомба нету, да? А, блядь! А, собака! Ну ладно. Это ГУЛАГ. Выживете в нем, вернетесь. Блин, ну, за это я не люблю, когда играть командно, потому что моя команда все равно не играет со мной. Война для вас. И поэтому мне приходится один воевать против... А, бля! Ебать, я жестокий человек! Возвращается в район операции.
Ёк, держись рядом, ёп, посма. Все, прыгай, прыгай, прыгай. Что там? Союзник оказался в ГУЛАГе. Чтобы выйти на свободу, ему нужно выжить. Ну, это его проблемы. Как бы. А это что? Шприц. Шприц как использовать? О, тут машина. А на машине нашей нет? Вот он. Гелик. Походу. Так. Вообще где мои? Союзник возвращается в район операции. Этот чурбанчик тут. О, двое умерли, что ли? Это называется, ребята, командный бой. Типа. А на деле это не командный бой. Где он? А, вот он. Сюда, сюда. Мув, мув. Блять. Эти окна не открываются, походу, да? Ну, не разбиваются, точнее. Так, открываем. Ага. Разобраться бы в оружиях, конечно, было бы идеально, но... Блин, что дают, то и будем брать. Контракт подтвержден. Приступайте. Ну зачем контракт берете? БПЛА. Давайте будем держаться рядом с ним. Его координаты. Чур это мне. Не надо это чур. Я знаю, что я Чурчанов. Не надо чур говорить. Контракт провален. Отбой. О, вижу людей. А, блядь, это мой. На втором этаже я вроде видел. Или это была тень? Ага. Этот человек бежит и бежит. Непонятно куда бежит, но... Бежать он не умеет, походу, да? Эй! Эй! Мув, мув! У них работает БПЛА. Можно, кстати, с ними разговаривать вот так, но у них микрофона нету, походу. Зоханхи! О, ебать, самолет! А можно я попробую самолет? А как будет по-русски? А, нет, они наоборот, англичане, наверное. Упал! Оно! Вот тебе взлет. Нет, нет, не надо! Дебил! Что это было? Авиакомпания «Победа». Самые быстрые взлеты и падения. Авиакомпания «Победа». Ну, с авиакомпании «Победы» мне позвонили и сказали, генеральный директор сам мне лично позвонил и сказал, сделай рекламу в игре хотя бы. Я сказал да. Заплатили $150 миллионов. Хотя откуда у них столько суммы? И типа я умер, да? Ага. Ну эти долбоящеры будут так и...
Ну ладно, на этом все. Хватит. Обзорчик. Обзорчик вот такой. И шо долго? Час 40 минут. 40 минут играли. Сойдет для обзора. Ладно, ребята. До следующих стримов.